И снова несчастный случай на руднике Кумтор. В минувшую субботу на предприятии на озере Петрова под воду ушел экскаватор. Водитель выполнял работы по отсыпке материалов в тот момент, когда машина опрокинулась и ее утянуло вниз, к воде. Мужчина, проработавший на руднике более 10 лет, оказался заблокирован в кабине. Спасатели и сотрудники предприятия Кумтор Голд Компани начали поисковые работы. В экстренном режиме было установлено точное месторасположение экскаватора, однако спасти водителя так и не удалось. Погибшему было 54 года. Работы проводились по проекту, согласованному с соответствующими госорганами. После получения информации о чрезвычайном происшествии, горноспасательная команда рудника Кумтор незамедлительно приступила к аварийно-спасательным работам. К работам по поиску работника рудника подключились группы водолазов МЧС, прибывшие из Бишкека и Каракола. О произошедшем происшествии компании сразу были поставлены в известность все надзорные государственные органы. В настоящий момент тело машиниста экскаватора найдено. И это уже вторая по счету трагедия на Кумторе и третья смерть сотрудников предприятия за последние 3 месяца. Еще один несчастный случай, напомним, произошел 1 декабря минувшего года на участке в долине ручья Лысый. Тогда случилось резкое движение отвалов пустой породы. Мастер горного отдела Омурбек Ишенбеков и машинист бульдозера Джолдушбек Джунушев не успели покинуть район оползня горной массы. Сотни спасателей искали пропавших больше месяца. Позже поиски было решено прекратить. Найти тела погребенных под горной массой сотрудников так и не удалось. Причины несчастного случая на озере Петрова теперь будет изучать специально созданная комиссия из представителей Госэкотехинспекции. А расследованием декабрьской трагедии, в результате которой погибли 2 сотрудников, занимаются одновременно 2 инстанции проверяющих. Комиссия из специалистов Госэкотехинспекции и межведомственная. Так как там глубина была большая, они начали откачивать 4 дизельными насосами воду. И сообщение передавалось сразу нам, правоохранительным органам. В настоящее время, согласно положению 67 по расследованию несчастных случаев, учету и расследованию несчастных случаев, то есть Госэкотехинспекции создана комиссия по расследованию несчастного случая. Нагрянуть с проверкой на месторождение внезапно представители Госэкотехинспекции не имеют права, несмотря на то, что и гражданские активисты, и общественность того требуют от случая к случаю. По закону проверяющие органы могут прибыть на территорию золоторудного предприятия лишь раз в год. При этом о целях своего визита оповестить руководство рудника заранее, не менее чем за 10 дней. В последний раз специалисты наведывались на рудник в октябре прошлого года. По результатам плановой проверки в 2019 году, которая проходила в октябре, выдано 136 пунктов предписаний по нарушениям. По результатам контрольной проверки предъявлены штрафы, выставлены иски за порчу. Ну, там в основном по технике безопасности, по горному надзору, по промышленной безопасности, по земельному надзору, по экологической безопасности и по водной безопасности. По факту гибели водителя экскаватора представители Кумтор Голд Компани ограничились лишь небольшим официальным комментарием. И если верить сказанному, то экскаватор с водителем внутри попросту соскользнул под лед. При этом о соблюдении мер техники безопасности во время проведения работ сегодня не говорит никто, ни представители компании, ни государственные органы. Между тем, бывший спикер парламента Кубанычбек Исабеков долгое время занимается изучением работы предприятия и ведет свою печальную статистику. Сейчас около 3000 человек работают в Кумторе. Они тоже застрахованы. Почему, когда у нас 66 человек умерли, погибли на этом месторождении, 129 человек инвалидами, первой и второй группы я только называю, остались, да? Должным образом они не получили компенсацию и не получают сейчас, некоторые до сих пор судятся. В то же время экологи утверждают, что участившиеся происшествия на Кумторе спровоцированы ненадлежащим обращением с ледниками. В обход техники безопасности и всем имеющимся требованиям несколько ледников за последние много лет были попросту завалены отвалами горных пород. Они же теперь провоцируют движение огромных многотонных масс. О том же много лет подряд говорят и гражданские активисты из Сокольской области. При этом подчеркивая, что если ледовая масса начала двигаться, то остановить ее уже не получится. Сказали то, что будет вот такие катастрофы. Все должны были изучать. И по факту должны были возбудить уголовные дела. Могли бы вот это все препятствовать, то, что не было вот это все катастрофы. Ну, к сожалению, вот, сегодня 2 месяца, что 3-й человек уже нету
Ну вот. Ежегодно, вот смотрите, если даже брать вот по 3 отвалам, 30, 31, 32, здесь общая сумма ежегодно наваливается где-то 42 миллиона кубов отвалов пустых пород. Это порядка, если даже плотность взять ее где-то до 2, это уже будет порядка 70-80 миллионов тонн. Но представляете, и каждый год эти тонны наваливаются, но оно же будет как-то трескаться, растрескиваться, и потом идут подвижки, и они начинают ползти. Да? Конечно, вот эти долгосрочные последствия мы уже начинаем на себя ощущать. Правоохранительные органы утверждают, что ответственный в случае, если вина будет установлена, обязательно понесет наказание. Между тем, эксперты по работе предприятия придерживаются другого мнения. И по их словам, по прошествии времени трагедию попросту перестанут обсуждать. А все, кто предположительно может быть причастен к смерти сотрудников, в очередной раз избежит наказания. Сабина Дамаскина, Сардар Аширбаев, НТС.